Центром празднования столетия государственности Адыгеи стала площадь Дружбы в Республиканском центре. Именно сюда вечером стали стекаться жители Майкопа и его гости. Открыл праздничную программу концерт мастеров искусств. На площади выступили солисты ансамбля «Аштен». Они исполнили давно полюбившиеся жителям республики композиции и артисты молодого творческого объединения «Вечный огонь». Этот коллектив, делающий упор на патриотическую тематику, сегодня презентовал свою новую песню с говорящим названием «Адыгея». Именно под эту композицию прошел праздничный флешмоб. Ребята из детских ансамблей выстроились так, чтобы получилась цифра 100. При этом у каждого в руках был зеленый флажок с золотыми стрелами и звездами. Государственная символика республики. И тут немного истории. Именно 27 июля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального исполкома принял постановление об образовании Адыгейской Черкесской автономной области. Зимой того же года на первом областном съезде Совета в Хакури-на-Хабле был создан Адыгейский облисполком. Возглавил его один из горячих сторонников автономии Адыгеи Шахангирей Хакурате. Впоследствии административно-территориальная структура региона не раз менялась. Так, в 1936 году областным центром вместо Краснодара стал Майкоп, который сейчас носит гордое название республиканского центра. Конечно, жители Адыгеи гордятся своей малой родиной, землей гор, заповедных лесов, золотых полей и талантливых людей. Рука об руку мы должны трудиться так, чтобы 01 регион во всем стал первым. Хочу пожелать республике не только всем, но и всем жителям, чтобы они процветали, жили здоровыми. Завершился праздничный день Адыга-Джегу традиционными танцевальными игрищами. Песня и танец – это часть культурного кода народа. И, конечно, адыгский танец тоже отражает национальный характер. Это скромность и утонченность адыгских девушек и благородство и мужество джигитов. Елена Юсуф, Амир Тлихусеш, ГТРК Адыгея, специально для телевидения Абхазии.